Извините, что заставил ждать. Я только что говорил с президентом Зеленским, поговорил. Я сказал ему, что каждый раз я ему говорю, когда мы говорим, что Соединенные Штаты поддерживают народ Украины, и что когда он храбро сражается, защищая свою страну. И когда Путин продолжает свое беспощадное наступление, Союз США и союзники продолжают прилагать усилия, согласованные к усилению давления на Путина, если он который продолжает эскалацию. Сегодня вместе с другими союзниками по НАТО и министрами финансами других стран Большой Семерки и Европейского Союза мы совместно объявим о целом ряде шагов в отношении Путина и для того, чтобы призвать его к еще большему ответу за эту агрессию в отношении Украины. Прежде всего, каждая из наших стран приняла решение лишить Россию статуса режима наибольшего благоприятствования в торговле. Это означает, что две страны согласились торговать друг с другом на наиболее взаимовыгодных условиях в плане тарифов, барьеров и других условий. Соединенные Штаты называют это постоянные нормальные торговые отношения. Отмена такого статуса в отношении России затруднит России ведение бизнеса с США и действия, согласованные с другими странами, которые составляют более половины глобальной экономики, мы нанесем сокрушительный удар по российской экономике. Я хочу поблагодарить спикера Пелоси, лидера Шумера и других, которые обеспечили двупартийную поддержку этой инициативы. Я хотел бы особенно поблагодарить спикера Пелоси за эти усилия по отмене этого статуса, по соответствующего законопроекта. Кроме того, единство среди союзников имеет решающее значение для успеха этого начинания. Многие страны, конечно, оказались в трудной ситуации, но поддержка демократии в Украине, противостояние агрессии, свободный мир объединился для того, чтобы противостоять Путину. И это сотрудничество между двумя партиями обеспечит подписание вот этого вот закона, который я предлагаю, то есть который лишение статуса страны статуса наибольшего благоприятствования. Мы примем санкции в отношении основных некоторых секторов российской экономики, будем продолжать оказывать давление на Путина и вместе с нашими союзниками по Большой Семерке затрудним действия России, в том числе заимствование средств крупнейших международных финансовых учреждений, таких как МВФ и Всемирный банк. Путин агрессор, и Путин должен заплатить за эту цену. Он не может продолжать эту войну, которая угрожает самим основам международного порядка и стабильности и мира. И он не может получать финансовую помощь от международного сотрудничества. Большая Семерка также усиливает давление в отношении коррумпированных российских миллиардеров, всяких олигархов и их семей, которые пользуются благами. И мы усиливаем координацию между странами Большой Семерки для того, чтобы конфисковывать их незаконно нажитое имущество и средства. Они прячут деньги в наших странах. Это клептократия, которая в Москве образовалась. И они должны тоже почувствовать на себе боль от этих санкций. И пока мы будем продолжать все эти яхты и дворцы и прочие на миллиарды долларов, на сотни миллиардов долларов, мы также затрудним для них приобретение каких-то продуктов, промышленных продуктов в наших странах, предметов роскоши и так далее. Кроме того, мы принимаем меры. Это только последние шаги, но не самые последние. И будут еще. Мы заставим Путина почувствовать, мы будем действовать в единстве. И эти санкции в общем и целом нанесут сокрушительный удар по российской экономике. Рубль обесценился более чем наполовину. И сейчас уже практически до 200 рублей за доллар дошло. Фондовые биржи закрыты, московская. Потому что они знают, что в тот момент, когда они откроются, они просто обрушатся. Кредитные агентства практически понизили статус российских долговых инструментов до статуса мусорных. Международные корпорации уходят из России каждый день. И мы продолжаем
сотрудничать с нашими союзниками и партнерами для того, чтобы это сотрудничество продолжалось честное с Украиной, чтобы Украина смогла защищать свою страну. Соединенные Штаты более миллиарда долларов объем помощи Украины составил в области безопасности. В частности, были в плане усиления возможностей ВВС и сухопутных сил. Каждый день мы направляем им вооружение. И мы направляем эту помощь, и мы, и наши союзники, и партнеры. И мы сотрудничаем очень с гуманитарными организациями ООН для оказания поддержки народу Украины, которые оказались беженцами, перемещенными лицами в результате насилия и боевых действий. Это сотни тысяч тонн всего необходимого гуманитарных помощи. Это продовольствие, вода, лекарства. Каждый день поступают в Украину. Вчера в Польше вице-президент Харрис объявила дополнительные 53 миллиона долларов в виде помощи Украины. В результате общий объем достигает более 100 миллионов долларов буквально за 2 недели. И совместно с более 30 другими странами мы выделим еще сотни миллионов долларов. Вчера Сенат принял двухпартийный, поддержанный обеими партиями закон о расходах, предусматривающий выделение свыше 13 миллиардов долларов еще Украине. И я его подпишу немедленно. Я также хочу четко определить, мы должны убедиться в том, что Украина обладает необходимым оружием для того, чтобы защитить себя от российского вторжения. Мы будем продолжать направлять туда деньги, средства, финансовые средства и другие средства, все необходимое, поддерживая страну. И мы лишь усиливать будем поддержку Украины. Мы будем продолжать вместе с нашими союзниками и четко заявляем, что мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО и будем мобилизовать наших союзников. Мы не будем в то же время воевать с Россией в Украине. Прямая конфронтация между НАТО и Россией, ее надо избегать, потому что это будет Третья мировая война. То, что мы должны всячески избегать. Но мы уже знаем, что война Путина против Украины, он никогда не одержит победу. Он пытался покорить Украину без борьбы, но это не получится, потому что мы противостоим ему, мы и наши союзники. Он пытается внести раскол в нашу демократию, в американскую демократию. Ему не удалось. Американский народ един, и ООН един. И мы за народ Украины, и мы не позволим автократам и претендующим на статус императора угрожать миру. Демократия должна достойно встретить этот момент. Мы должны обеспечить мир, безопасность во всем мире. Мы продемонстрировали нашу решимость и силу, но и мы не отступим. И благослови вас всех Господь, благослови Господь Украину и наши войска. Спасибо. Вы сказали, что Россия может использовать химическое оружие или какие-то операции, провокационные операции провести. Какие у вас есть факты, которые свидетельствуют об этом? И каким образом США ответили бы в военном отношении? Я не буду говорить о каких-то разведданных, но России в этом случае придется заплатить высокую цену в случае использования химического оружия.